На следующей неделе впервые председатель палаты выйдет в Страсбург, где обычно новые президенты, новые премьер-министры, новые председатели палат выступают перед всеми европейскими депутатами. Сергей Евгеньевич, вам предстоит услышать критику. Там треть парламента – это наша болотная. Они обязательно поднимут вопрос в отношении этих девушек-хулиганок, которые у нас сидят в заключении. На наш взгляд, вы сумеете выразить позицию всего нашего парламента. Так вот, я хочу сказать, что это не просто акцию, которую они провели в храме Христа Спасителя на последнем этапе. Это на протяжении нескольких лет. Хулиганские выходки, спиливание православных крестов, одевание этих клоунских костюмов, раздевание, наоборот, почти догола, выкрики такого экстремистского плана. То есть это люди выполняют определенный заказ за определенные деньги. Их штаб-квартира находится на Украине. Теперь они открывают отделение и по России. И устанавливают ставки, сколько заплатят они за спиливание православного креста. Вы помните, наверное, эту гадкую съемку в магазине, когда девушка замороженную курицу себе в определенное место пытается засунуть. Это вызов обществу. За это они были бы наказаны в любой другой стране мира. Но на Западе руководители Косово, которые расчленяли сербов, это нормальные руководители целой страны. А сербы, защищающие православные храмы, это террористы. Вот такая позиция Запада. К сожалению, она была, может быть, сейчас будет немножко меняться. Кроме этого, они обязательно поднимут вопрос, значит, по Гудкову. У них в одной строчке. Пусси Райт и Гудков. Тоже будут навешивать нам, как в свое время по Ходорковскому. У них всегда была строчка Ходорковский. Бедный узник, надо его спасти. Здесь тоже, я думаю, позиция одна, что нет никакой политической подоплеки, нарушения статуса. Поэтому здесь только момент юридический. И это есть в любом парламенте мира. Надо, видимо, пускай парламентская библиотека даст факты, когда депутаты сами сдавали свои мандаты. Конгрессмен США сдал мандат, как только определили, что его жена поехала на рынок на его служебной машине. 5 минут жена конгрессмена ехала на рынок. Все, он сдал мандат. А здесь несколько лет занимаются бизнесом и сидят в этой палате. Не так давно они приняли резолюцию, осуждающую тайные тюрьмы ЦРУ в европейских странах. Представляете? Нас они пытаются упрекнуть за каких-то девочек, хулиганок, а сами во многих европейских странах открыли тайные тюрьмы ЦРУ, пытки и незаконное содержание заключенных. То есть Америка должна быть чистая. Это страна, куда едут все за счастливой жизнью. Американский коммунизм. Приезжай и станешь миллионером. А вот все гадкое, отбросы, пускай старая Европа. Тоже нужно взять факты, сколько этих тюрем было открыто. В основном Восточная Европа, бедненькие родственники наши бывшие, хочется заработать. И это отвратительно, потому что это тайные тюрьмы, это издевательство над людьми, это все, естественно, грубейшее нарушение прав человека.